Я не буду скромничать, потому что если ближе к Балабанову, наверное, на сегодняшний момент это буду я. Иван Грозный Казанны басып кіргеш, бек көп татарларын өлтіргенler. Я придумал один раз анекдот о том, что татары знали 2 языка, а сейчас знают 3. Они знали русский и татарский, а сейчас они северо-западный диалект еще знают. Если я слышал с детства татарский язык, почему я должен быть башкиром? Все равно продолжают сами себя хвалить. Это ужасно вообще. Вақыт узып алар ұшырашқаннан соң, бір-бірсіне сұрау бергенler. Исәнмісіз? Исәнмісіз? Шулай. Это о татарах и башкирах. Вечно у них какая-то говнотерка найдется. Якуты считают, что татары поднимаются очень сильно, скоро обгонят всех. У башкир очень большой интерес смотреть кино наше. Тем более, что татар-то очень много в Уфе живет. С интересом приходят на те премьеры, которые они хотят, чтобы они провалились. Я, наверное, устал волноваться. Я уверен в этом фильме. Хотелось бы больше, глубже говорить. Хотелось бы говорить о татарах, о нас. О татарской семье, в которой происходит некое несчастье, и мы смотрим, смогут ли они объединиться вокруг этого. Потому что за столами, за праздниками все друг другу давали обещания, говорили, что какие они молодцы. А когда вышло на деле, что будет с ними происходить? Вот об этом фильм. Ну а если говорить о каких-то подводных камнях, конечно. Ну что? Главврач Щекра. Ага, Кырмал Катарова. Сенде көптен пенсияда, Тамерлан Медхатович. Тимур біздің больницаның яңа травматологы. Встань, суд идет. Артем. Извините, я вас не понимаю. Как не понимаешь? Ты же татарин. Хотелось бы больше, глубже говорить. Хотелось бы говорить о татарах, о нас. Я, наверное, устал волноваться, потому что этот фильм действительно тяжело очень давался. И по финансированию, в общем-то, как и всегда. И спасибо, что у нас открыто финансирование, что мы сняли этот фильм. Самат, сенің тұрған ошарға бір ішкені өлген дегендер есен. Ularga tegishlidan Germaniyada operatsiya yasadılar. Buna ko'rdingmi? Vrachlar aytganlar. Shashda o'sa boshladi. Боюсь ли я? Нет. Напрягаюсь ли я? Да, конечно. Я очень всегда волнуюсь. Но это волнение хорошее, потому что я уверен в этом фильме. Он для меня очень дорог. Наверное, это, как и все предыдущие, одна из любимых моих работ. Мына біз ертең тұрамыз да, исәнмісіз дейміз. Исән түгіл біз Фарида, исән түгіл. Мені больницадан қуғаннан соң, сен де өлді. Мәйітсің Фарида. А менің исән шақта тірі болып яшайсың келе. Насколько мы вообще все можем ли объединиться, можем ли мы друг за друга постоять, насколько мы чтим свои традиции. И кто мы сейчас на самом деле, люди, которые живут в своем маленьком мирке, или в большом котле, в казане, в котором хотелось бы нам бурлить, кипеть, создавать свою культуру большую. Где мы сейчас? Живы ли мы? Вот об этом фильм. Ну, это спонтанное, кстати, было решение. У меня действительно есть некая предвзятость и боязнь перед своим зрителем, потому что, как я всегда всем рассказываю, ты всех соберешь, там, накормишь, и потом очень много, есть хороших отзывов, но очень много негативных отзывов приходится выслушивать. Притом в прямой речи подходят люди, на полном серьезе говорят. Зачем мне это надо? Я все прекрасно знаю, да? Поэтому я поехал в Уфу, там, где есть зритель, который у меня нет внутренних взаимоотношений каких-то личностных. И просто показать обычному зрителю, который меня не знает. И мне показалось, что это правильным решением, потому что они увидели это в чистую и чисто меня благодарили. Люди с интересом пришли смотреть кино. У башкир очень большой интерес смотреть кино наше. Тем более, что татар-то очень много в Уфе живет. Обнимали, хорошие слова говорили, кто-то даже плакал. Кинематографисты, ну, как бы ковыряли в сюжете, а почему так, а почему не вот так. Про уфимцев могу много рассказать, я с ними учился. У меня группа была башкирская. В институт, когда я поступил, меня засунули в башкирскую группу. Но так как до этого, скажем, большая работа была проведена, Марина Михайловна Бабак, она приехала в Башкирию, отобрала башкирскую группу, так как правительство заплатило деньги выучить новых башкирских кинорежиссеров. Их было очень много, их было человек 12 в группе, представляете?
У нас еще ни одного прецедента такого не было, чтобы Татарстан кого-то отправил учиться. И вот я туда залез, но, видать, мастер думал, что я так похожий по лицам, давай сюда. Я в документалистике очень хорошо разбираюсь, просто мне нравится художественное слово, игровое кино. Я хотел заниматься игровым кино. Дачный участок, там растут разные цветы, у каждого свое мнение. Сейчас выделить какое-то одно очень сложно. Единственное, ну, как это, вот я придумал один раз анекдот о том, что татары знали 2 языка, а сейчас знают 3. Они знали русский и татарский, а сейчас они северо-западный диалект еще знают. Ну, татары останутся татарами, понимаете? Башкир останутся башкиром, как бы они ругались. Откуда она идет? От молока матери. Если я слышал с детства татарский язык, почему я должен быть башкиром? Почему? И генетически я чувствую, что я все-таки не умею скакать на лошади, не могу собирать юрту. И не имею никакого отношения к войне и таким воинствующим племенам, каковыми, мне кажется, в чистом виде являются башкиры в хорошем смысле слова. Да, они воины, они любят лошадей, они ближе к казахам. У них и кровь другая, и еда у них такая, знаете, кочевая, если рассмотреть кулинарию. Если хотите узнать о народе, посмотрите на блюда, на кулинарию. У нас, если взять татарскую кухню, это оседлая пища. Люди, значит, жили уже в деревнях, занимались торговлей. Старшая говорит, а младшая только начинает говорить, потому что я тоже, у меня есть свои ошибки, я переживаю за это. Она понимает татарский, говорит на бытовом уровне. Но нам надо сохранить языковую базу, поэтому все последующие работы, которые есть, и у меня проблема татарского есть, я же не говорю на чисто литературном. Но фильмы, которые я снимаю, я буду снимать татарские. Нет никакого смысла мне снимать русские фильмы, когда есть более талантливые российские режиссеры. Какой смысл? С огромным уважением отношусь к своим друзьям. И как бы я не выглядел и не был бы похожим на башкира, чего считает, и при том еще сложность, почему я вначале говорил моего состояния в этом, то что я из Бардымского района, Пермского края, и чего еще башкиры считают своими. Я думаю, что, конечно же, там тоже есть башкиры, но в большинство там все-таки татары всегда разговаривали там на своем родном языке, ходили в школу, учились. И очень много действительно исторически так случилось, что вот Луиза Батыл-Бургари в своем интервью недавно давала и говорила о том, что туда пришли татары из Казанского ханства, чтобы сохранить свой род. И оттуда шло Пугачевское восстание. И действительно, Пугачевское восстание, я абсолютно с ней согласен. Об этом же не говорит история, о том, что это было восстание татары-башкир, которые хотели вернуть свои ханства. Но это было так, на самом деле это было так. Ради чего тогда они поднимали это все? И наши крови эти бурлят, хотя мы всегда... Это как 2 брата, знаете. Никогда еще не видел семью, где идеально дружили 2 брата. Это о татарах и башкирах. Вечно у них какая-то говнотерка найдется. Но я за этим наблюдаю с угла зрения того, что я сын Рашида Ягафарова, и в этот момент я должен понимать, что я должен говорить и какие мысли я должен, так скажем, транслировать. Он всегда боролся за то, чтобы чистоту татарского, который есть в Бардымском районе, он всегда пытался это сохранить, наладить этот мост между Бордо и Казанью. Для него это было важно очень. И на протяжении всего периода Советского Союза дети учились там на татарском языке, там татарские школы. Да, хорошо, чтобы были бы там башкирские школы, я очень радуюсь за это. Но чтобы это не было взамен татарским школам, понимаете, когда дети учились на татарском языке, и вдруг и у них появляется предмет башкирский, исчезает татарский. Что это? Зачем это делается? Мне тоже непонятно. Вот. И с одной стороны, я, знаете, быть искренним, если понимаю, башкир их мало. Они хотят многочисленность народа. Я считаю, что несколько там сотен, может быть, тысяч населения Башкортостана украли переписи, сделали татарами. Я не считаю, что можно сделать дух, кровь, желание человека как-то быстро переиначить. Это столетиями создавалось, это шло давно. Они говорят действительно на чисто татарском языке с внедрением некого диалекта, который выражается буквально в 10-15 словах. Но если я слышу башкирский язык, я же настоящий башкирский, я же его не понимаю вообще.
Вот вы его понимаете? Большое как бы видится на расстоянии, поэтому считаем, что якутское кино, оно какое-то грандиозное. Что самое главное, якуты очень любят себя и свою родину. Что-то у татар происходит на фоне ассимиляции. Они такую ерунду начинают очень многие говорить о том, что вот идет глобализация. Но пусть идет, себя-то не забывай. Круглый стол был не просто с коллегами из Башкортостана, а буквально месяц назад и с коллегами из Якутии. Мы вообще все сели за стол здесь, в Казани, и это, по-моему, было начало июня. И мы прекрасно все пообщались. Мы все друзья, мы друг к другу очень уважительно относимся. Вот. То и у нас... вы завели какую-то площадку сотрудничества? Да, в мире у нас даже есть какое-то соглашение, которое делает Татаркино о том, чтобы о сотрудничестве и отдать это министру культуры РФ, чтобы как-то отдельно смотрели, что в России еще есть национальный кинематограф, и он должен развиваться. Якуты считают, что татары поднимаются очень сильно, скоро обгонят всех. Мы считаем башкиров хорошее кино, они говорят наоборот. Но для того, чтобы пчелю посадить, надо 7 сначала посадить. Правильно? Когда вы хотите помидор посадить, уже еще в марте месяце зерно в баночку засовываете, оно там растет, а потом где-то в мае, в конце пересаживаете в почву. У нас не отправляются учиться режиссеры. У нас это режиссеры, люди-самоучки, порой очень оголтелые, которые считают себя профессионалами. И самое главное, их работа заключается в том, что, не знаю, облить грязью людей, которые реально кино занимаются. Где-нибудь в соцсетях поорать, покричать, как собаки, полаять, разбежаться. Куча непонятных клипов, в Инстаграме куча непонятного. А когда нету таланта, еще, знаете, нашлепать что-то такое философское непонятное еще, да, и сказать, что я так вижу. Хороший талант сразу видно. Вот в театре появился Азабаров, Айдар, по-моему, зовут. Его сразу стало видно, что у человека есть талант. Он прекрасно поставил 2 спектакля, которые я видел. Да. Ну, по моему мнению, тоже Балабанов мой самый любимый. Человек, который искренне говорит со зрителем и говорит о боли, о настоящей боли, которая есть. Когда приходится искать сценарий, ну, я вот ищу эту боль. Я не буду скромничать, потому что если ближе к Балабанову, наверное, на сегодняшний момент это буду я. Это очень нескромно сказано. Фарида апа, абыйга син де айтып кара эле. Ул сени тыңлар. Ул бит табиб, анын Казанда таанышлары бар. Аның синең ириңә карата булган мөнәсәбәтен беләсең бит. Тапкансың инде син дә керәшенне. Мне очень хочется, чтобы в мире появилось татарское кино без каких-то кривляний и желания сделать что-то новенькое. Еще старенького-то не сделали, а сейчас уже новенькое хотят сделать. Но и режиссеров мало, их нет, их должно быть не 5, их должно быть 30, 40. Тогда, может быть, появится хорошее кино. Чего нам сейчас? У нас каждый фильм, как Мансур говорят, ждут приз Каннского фестиваля. Вот тогда, может быть, у нас будет кино. Так не бывает, ребят. Сначала бывает пшик, очень много пшиха, а потом потихонечку может быть хороший фильм. Конечно, я хотел бы показывать то, что людям очень близко. А бывает так, что люди свое что-то и сами не видят. Я даже это и не вкладывал, и потом так раскрываешь руки и говоришь. Например, в Уфе был такой момент, когда там был замминистра культуры, оказывается, и притом он хотел посидеть 5 минут и посмотрел фильм до конца. Ну, может быть, ему интересно стало просто это смотреть. И он так переживал, почему там есть роль бизнесмена, который в кадре появляется на 2 минуты. В конце фильма тоже не отпустили. Я уж сюжет не буду рассказывать, но я об этом вообще не думал. Вообще не думал. А он думал, сидел. Но самое главное, вот самое ужасное, когда равнодушие. Есть такие фильмы, которые не вызывают никаких эмоций. Хочется забыть. Это, как говорится, показывали не они, а стыдно мне, понимаете? Чтобы такого только не было. Бывают и стыдные фильмы, бывает, куда денешься. Люди кричат, бьют себя в грудь, показывают фильм. Главное, люди-то видят все, посмотрели и все равно продолжают сами себя хвалить. Это ужасно вообще. Что касается музыки, я всегда старался работать с талантливыми композиторами. Это и с Радиком Салимовым, Маратом Ахметшиным. Сейчас у меня Расим Фасихов, молодой начинающий композитор. Вот. Я ищу их, по крайней мере, как я всегда говорю, что оператор, что композитор — это как найти жену.
чтобы написать хорошую музыку. Да? Они должны полностью тебе доверять. Это ты смотришь Тарковскую, и там музыка не нужна, потому что сама картинка уже музыка, да? Что-то очень гениальное, которое даровано Богом. Вообще хочу немножко отклониться. Именно в искусстве видно, что есть Бог, что есть некая высшая сила. Кому-то талант дан, кому-то нет. Вот эта вот соизмеримость, это никакого отношения ни к церкви, ни к мечети не имеет. Кино — это такой вид искусства, знаете, оно очень всегда современно, всегда это как компьютер, каждые полгода меняется, поэтому в кино надо учиться в лучших вузах. Нельзя учиться в вузах, учителей которых еще надо учить. Что это такое, когда в институте заканчивает ученик и после учебы становится преподавателем? Это очень странно. Я хочу сказать о том, что у всех татар есть своя фантомная боль. Как бы они об этом не говорили, но в ДНК оно сидит, о том, что мы все-таки когда-то имели государственность, у нас был свои границы, свое правительство. Это все было. Это называется Казанское ханство, каждый по-разному это называет. И в связи с этим у нас есть фантомные боли, когда, например, что-то происходит с Камалским театром, мы считаем его нашим, знаешь, флагманом, форпостом нашей национальной культуры и считаем, что он должен стоять на таком месте, чтобы мы могли им гордиться. Последнее мнение, которое я не знаю, со мной может не согласиться Фарид Бекчентаев, и Эльфир, и вообще сотрудники театра, и актеры. Мне кажется, то место, которое сейчас предложили, по моему мнению и по мнению моих коллег, это задворки Казани. И он не должен в таком странном месте стоять. Он должен стоять на самом красивом месте. Так же, как и Качаловский театр стоит на Бауна. Почему